Мы сейчас с вами находимся в Смоленске. Это центр города, 12 век, фактически по ощущениям, но на самом деле это река Рачевка, а меня окружает овраг, называемый Рачевский овраг. И мы из этого места делаем парк. Здесь и сейчас команда из 150 человек, людей, которые граждане Смоленска, они пришли в это место, сорганизовались, чтобы сделать здесь комфортную среду для проживания. Мы начинали с самого начала. Мы дилетанты, мы не знаем ничего, как это делается, но своими силами, силами людей, которые нас окружают, организовалось такое цельное сердце и качнуло вот эту вот кровь по жилам артерии Рачевки. Скажу честно, у меня была мечта, чтобы можно было из дома выйти сразу в парк. Я верю и очень хочу, чтобы это место превратилось в прекрасное, событийное, полное разных направлений и функциональностей, по природному ландшафту уникальное место. Ну, если говорить про зеленые зоны города Смоленска, и вообще здесь же вопрос цепляет, с одной стороны, большую зеленую зону, это 3-километровый овраг, весь сейчас покрытый зеленью. Ну, может быть, он там не весь доступен людям для рекреации, да, для отдыха, но в целом это как минимум легкие города, это как минимум воздух, очищение и так далее. То есть это его польза очевидна. Во-вторых, мы говорим про малые реки, то есть по дну течет река Рачевка, и вообще вопрос малых рек в городах сейчас вообще в мире очень актуален. Если раньше, там, 50 лет назад, 70 лет назад, все города, все страны закрывали в трубы, клали поверх шоссе автомобильные, то сейчас идет ровно обратный процесс. Реки вскрывают, делают им набережные или делают людям доступ к воде. Живу я, вот, грубо говоря, в начале вот этой Рачевки. А там была помойка. Банально, это огромные тонны мусора, сваленные у тебя под домом. И вот это вот бессильное, скажем, чувство, когда ты не можешь что-то сделать, не можешь что-то изменить. Она меня вот так вот ела изнутри. И я не мог это пережить. Я взял грабли, и вот 3 года назад начал потихонечку, граблями все это убирать самостоятельно. 2 года я убирал, и казалось 8 апреля, что все, сажу свою 146-ю сосну, и вижу, ко мне идут 8, реально подозрительных ребят, потому что они пропускаются через свалку, там гаражи. Но это оказались потрясающие люди, и они предложили здесь сделать экскурсионный маршрут, потому что Рачевский овраг, ему уже более 450 тысяч лет. И можно с уверенностью говорить, что вот камням вокруг меня им по более чем 250 тысяч лет. Организован 2 ледниковыми периодами, фактически, я бы так сказал. И его ландшафт, он уникален. Мы уже достаточно давно вводим экскурсии по Смоленску, и наш взгляд время от времени обращался к оврагам как таким глобальным геологическим образованиям, которые формируют город. Нам как-то всегда хотелось их поисследовать, но немножечко не доходили руки, что называется. А тут подвернулась такая удачный момент, как начало пандемии. Я как-то проходил просто по Чертовому мосту, думаю, интересно, что же там внизу. И решил, что надо сходить прогуляться, как-то развеяться, чтобы не так было грустно в тот момент, что экскурсии закончились. И вот мы взяли, я говорю, пойдем во враг. Ну, пойдем. Ну и заодно взяли еще парочку друзей, среди которых образовались юрист, социальный продюсер и энтомолог. И мы начали спускаться прямо от начала оврага, от гаражного кооператива, по огромной куче мусора, спускаемся и видим мужики с лопатами и с граблями, и думаем, вот сейчас нам накостыляют. И как выяснилось, что мужики думали примерно точно так же. Но когда мы пообщались, стало очевидно, что люди просто тоже вышли как-то овраг изучить и немножечко поубираться прежде всего вокруг своих домов. Но в разговоре стало понятно, что проблема назрела, и, соответственно, нужно было бы как-то ее начинать решать, то есть убираться более широко. Эта встреча случилась тогда, когда параллельно по всей стране стали ходить так называемые волонтеры по квартирам, разносить пакеты с едой, фотографироваться после этого с этим пакетом, выкладывать это в Инстаграм. А тут мы увидели человека, Романа, который несколько лет занимается такого рода деятельностью, при этом никому не говорит об этом, не пиарится, не рекламирует, а планомерно работает. И вот эта его честность, искренность в глазах, она подкупила. Его желание изменить эту территорию, оно оказалось невероятно искренним. И я, и другие ребята в силу своей компетенции, времени и сил включились в эту рачевскую инициативу. 2 года назад, когда я занимался Рачевским оврагом, я никому об этом не говорил. Делаю там какую-то работу и делаю. То есть я это делал просто там, вышел там неделю, поработал, когда у тебя есть
каникулы или отпуск, и ну, там, пошел своими делами заниматься. Люди, которые пришли, поверили в эту идею, они объединились и смогли рассказать об этой идее всем. И эта идея настолько людям понравилась, они настолько этим загорелись, что это получилась чистая инициатива самих граждан Смоленска. И они приходили сюда и просто убирали. Кто-то приходил, кто-то уходил, но потихонечку мы видели, как ты получаешь мгновенный результат. Место было просто свалка, чистота. Изначально перед всей уборкой мы, естественно, пошли и постарались с кем это возможно поговорить, рассказать о нас, о нашей идее. И изначально это было встречено удивлением. Люди удивлялись, что мы хотим что-то сделать вообще, то, что нам не все равно. А сейчас, после уже того, что мы сделали, мы имеем 80% людей, которые вот на нашей стороне. 10% — это те люди, которые, в принципе, они хотят жить свою жизнь спокойно, и они живут свою жизнь. И, возможно, остальные 10%, они еще настороженно к нам относятся, потому что они привыкли подозревать всех в каких-то собственных эгоистичных интересах. Люди огромными массами начали спускаться во враг, чтобы там убираться. И я, признаться, никогда не видел, чтобы такое огромное количество людей с таким упоением раскидывали огромные тучи мусора. Ну, а можно сказать так, что овраг закончил формироваться примерно 10 тысяч лет назад. Смоленску 1000 лет. И, в принципе, вот эти 10 тысяч лет во враге никто не убирался, а скорее наоборот. Ну, если говорить о нашем законодательстве, то ответственность за мусор несет не тот, кто намусорил, а тот, кто собственник этой земли. И вот ты можешь быть сколько угодно прекрасным там, не знаю, руководителем района, да, промышленного, но если тебе все постоянно кидают мусор на твоей территории, у тебя есть такая обязанность. Ты обязан его постоянно убирать. И непонятно, как бы, откуда это должно все финансироваться. И понятно, что если овраг — это городская территория, она протяженная, она большая, и туда мусор кидали много лет. И объемы, вы, наверное, про это говорили, волонтеры, да, то есть это измеряется там в десятках тонн. И по опыту наблюдения много лет, как вопрос-то решается, обычно мы могли бы рассчитывать, что сюда привезут там пару КАМАЗов песка, земли и просто засыпят этот мусор. И так оно бы и осталось. И я думаю, что там, скорее всего, сколько-то мусора так уже присыпано по оврагам лежит, который уже потом непонятно, кто будет доставать и будет ли доставать. А это плохо, потому что мусор там же смешанный, там чего только нет. Но вот закон, он работает вот таким образом, и мы понимали, что по закону мы решить так, как мы хотим, действительно по-настоящему убрать этот мусор из оврага, мы бы его не решили. Поэтому вот волонтеры, собственно, эту роль для себя и взяли. В тот момент, когда нас перевалило более чем за 20 человек, мы столкнулись с такой трудностью, что их организовать и управлять ими крайне тяжело. И тогда мы пришли к решению, что внутри такой коммуны нужно создавать ядро, на котором уже все остальное бы зиждилось, потому что один человек управлять всем этим не имеет возможности. И поэтому я раздал часть функций, которые раньше нес, людям, которые готовы были их на себя взять. Таким образом, и только таким образом, мы смогли вырасти до коммуны в 150 человек. У нас есть сейчас два ядра. Первое — это ядро, оно так и называется, а второе — это Red Hand. Это два таких винтика, которые крутят всю эту машину. Ядро, оно отвечает за взаимодействие с администрацией, за политические всякие вот эти моменты. То есть они решают, какой у нас стиль, как мы это все убираем. Они решают за вопросы вывоза этого мусора, о том, что мы это сортируем мусор. То есть у нас пластик отдельно, стекло отдельно, металл отдельно. Весь общий мусор мы сдаем просто вот прям в отдельный бункер. Hand — это люди, которые взаимодействуют с волонтерами непосредственно. И это очень важная структура. Она рассказывает нашу цель, наше видение, кто мы такие. Когда волонтер приходит, он приходит уже готовый, он приходит с каким-то бэкграундом, мы уже понимаем, что это наш человек. Плюс Red Hand решает вопросы дизайнерские, то есть они помогают нам с организацией стиля этого парка, они помогают нам инфографикой, чтобы это все было понятно. Но в любом случае функции берет на себя как и ядро, так и Red Hand. Мы все вместе, мы все потихонечку, грубо говоря, подхватываем друг друга. Это как эффект плеча, один другому его подставят. Поэтому очень важно собрать вокруг себя очень крутую команду, потому что только благодаря команде возможно чего-то добиться. Мы сейчас находимся в креативном пространстве «Штаб». Именно здесь примерно раз в 2-3 недели собираются ребята, активисты орггруппы Рачевской инициативы, обсуждают те планы и действия, которые запланировали сделать. Всю работу вокруг Рачевки, реки Рачевки, Рачевского оврага разделили на 5 больших направлений. И у каждого есть такой условный старший ответственный товарищ. Первое направление — это непосредственно физическая уборка мусора, сбор, ее утилизация и вывоз на переработку. Вторая проблема, с которой
Отдельно идет тоже работа такая, я сказал, административная, это тема реки. Мы ожидаем, что, возможно, в будущем году уже будет произведен ремонт тех сетей канализации, которые, скорее всего, стекают в эту реку. Это первая проблема вокруг реки. А вторая проблема вокруг реки – это те родники, которые впадают и питают Рачевку, их уровень загрязненности. Мы, собственно, провели анализ, сдали воду на анализ и выяснили, что вода абсолютно хорошего качества, ее можно пить. И как это было до войны, как это было до революции, как это было в старые добрые времена. Третья тема, которая нас беспокоит, это тема благоустройства территории. И есть несколько локаций, которые достойны того, чтобы выглядеть хорошо. Кроме того, рядом с этой территорией есть руины церквей XII века, есть множество интересных артефактов, которые во время уборки находятся. И ядро 12 года Отечественной войны, и монеты, и множество стеклянных осколков. И мы понимаем, что здесь не убирались не то что годы, здесь не убирались десятилетия. Пятая составляющая, последняя, это присвоение этого пространства. Дело в том, что, как любая эта местность, она теряет, к сожалению, свою приглядность, когда там темно, когда там мусорят. И эта местность становится популярной среди тех, кого мы называем маргиналами, алкоголиками. Мы очень хотим эту аудиторию заместить ее совершенно иными людьми, иными событиями. Маленькими шажками потихонечку это все получается. Я верю, что благодаря всеобщей поддержке администрации, главы города, мы добьемся того, чего, пожалуй, я сколько с кем разговаривал, никто не верит, что тут может быть парк. Вот как? Но позади меня убрана 21 тонна мусора. И я скажу честно, этот маленький шаг, но он был сделан нами. Мы получили ту информационную подушку, благодаря которой мы можем говорить людям, как можно это реализовать, как можно уже добиться такого результата. Потому что позади меня месяцы кропотливого труда. Его растительность вокруг меня, она меня переносит просто в 12 век. И я хотел бы, чтобы люди, особенно здесь, кстати, много детей играют, несмотря на то, что здесь мусор, они все равно приходят, они чувствуют какую-то доброту и любовь этого места, и они приходят, играют, и я хочу, чтобы им было безопасно здесь. Я хочу, чтобы они, приходя, играли сюда и не напоролись там на стекло, и мы это сейчас максимально перебираем и делаем это все чисто. И даже вот на таком маленьком примере, как Рачевка, мы очень легко видим, что канализационная система города Смоленска в упадке, она требует уже очень много лет больших инвестиций, ремонтов, реконструкций, и никогда в городе до этого руки обычно не доходят, потому что это же не инвестиции, это же затраты, это чистые затраты города, но мы платим за это другим, да, здоровьем и грязной водой. Поэтому Рачевка очень сильно загрязнена. В ее истоках стоит канализационно-насосная станция 50-х или 40-х годов в плохом состоянии, которая время от времени, и все волонтеры это видели, сбрасывает реки сточных вод. Конечно, ни о чем живом в этом ручье мы говорить не можем. По краям индивидуальные жилые дома, которые тоже не сильно заморачиваются со сливами, тоже льют все благополучно туда, но у нас нет этой ценности, да, вот, и поэтому все так и сказывается. Как происходит уборка в других местах? Василий Петрович звонит в АТХ, спец-АТХ, который занимается уборкой мусора, и им выпаривает мозг о том, что у него свалка под домом, а сам свалку убирать не идет. Вот вся проблема, вот в чем вся соль. Либо идет там Василий Петрович убирать эту свалку, убирает ее, а никаких других мер по там, видеонаблюдению, по табличкам, по обратной связи от жильцов он не получает. И поэтому получается, что кто-то убрал, значит, это нормальная ситуация, я буду дальше здесь накидывать мусор, кто-то же все равно придет, уберет. И вот без обратной связи unreal, просто unreal. Когда мы изначально спускались, у нас сразу возникла идея, что необходимо было бы сделать экскурсию по оврагу. Таких вроде бы как прецедентов не было. Были только научные практики студентов Смоленского государственного университета. А нам захотелось немножко пошире это показать. И в принципе, когда мы прошли вот в тот день овраг полностью, у нас нарисовалась определенная картина. Больше, конечно, с исторической части стало понятно, о чем рассказывать. Но со временем начала подтягиваться и какая-то природная, географическая, геологическая составляющая. Выяснилось, что история здесь гораздо более многогранная, если мы берем в плане история-история.
То есть это и, скажем так, криминальный подтекст этого места, как место всегда немножечко скрытого, в котором самые разные элементы там, прятали награбленные и так далее, и так далее. Это история тем, что здесь, в общем-то, был один из опорных пунктов военных в начале войны в 1941 году. Это, конечно же, пункт, связанный с писателями. Ну, про писателей мы, точнее, отдельно слышали, но просто теперь углубили эту тему, что за водой в чертов ров ходил Твардовский, родственники которого жили на склоне, и он фигурирует, чертов ров, у него в стихотворениях. И то, что сюда в детстве бегал есть траву писатель Борис Васильев, когда другой еды особенно не было. И, соответственно, немножечко копнув дальше, выяснилось, что здесь в чертовом рве должны были расстрелять его мать, дворянку из рода Алексеевых, но по стечению обстоятельств этого не произошло. Ну, первая локация, самая известная на этой территории, это чертов мост. И первое, что нам удалось добиться, мы ожидаем вот в эти дни, когда выйдет соответствующий сюжет, ролик, что мост уже будет отремонтирован. Сейчас там вернулось освещение впервые за несколько лет. Мы ожидаем, что будут заменены перила, будут заменены ступеньки и спуск к воде. Это часть работы, которая могла случиться только благодаря деятельности городской администрации, и за это им большое спасибо. Четвертая составляющая этой работы – это сохранение наследия, которое представляет природную часть и культурную часть. Про природу это, конечно, наши небольшие участки леса, это памятники природы, родники, но самая большая составляющая сохранения наследия – это, в первую очередь, городища. Нам удалось обнаружить 2 городища V века, им по 1500 лет. Одно из них, скорее всего, уже практически разрушено, потеряло свою культурную ценность, а второе пока еще не застроено, но уже отмежевано под ИЖС. И наша большая задача успеть сохранить эту местность и вернуть ее вот в то русло, которое мы хотим использовать как экотропу. Да, параллельно со сбором такой научной, околонаучной информации мы попросили людей просто в социальных сетях присылать нам какие-то свои истории, воспоминания, откровения, связанные так или иначе с Рачевским оврагом, с рекой Рачевкой, с этой всей близлежащей территорией. И люди откликались самые-самые разные. Ну, так мы выяснили, что в частности в 27-й школе работает учительница, которая тоже в свое время пыталась здесь делать экскурсии какие-то. Узнали о том, как сюда в детстве кто лазил, как бегал, какие тут дорожки были, как можно было срезать. Узнали, как проводился следственный эксперимент над знаменитым маньяком Стороженко в советские годы на чертовом мосту. Мы планируем к 2023 году сделать парк протяженностью 3,2 километра, который будет безопасный, у которого будут велодорожки, ну, пока, по крайней мере, такая идея есть, и пешеходные безопасные дорожки. Мы делаем видеонаблюдение в самом начале для того, чтобы в реку не скидывали мусор, потому что это является самой основной проблемой. Поток Рачевки, он позволяет мусор, который здесь есть, вымыть за один дождливый сезон. Он поднимается вот до такого расстояния. Для него бревно – это просто щепка. Этот овраг постоянно обновляется. Его просто не нужно загаживать, я бы так сказал, именно этим словом, потому что люди, которые скидывают сюда мусор, они не понимают, что они делают, какой вред они приносят природе. Потому что скидывание мусора, оно увеличивает скорость создания обвалов в овраге, потому что нет корневой системе возможности зацепиться за все это. Надо не мусор скидывать, надо сажать деревья, делать укрепления. И только таким образом мы сможем сделать это все круто. К 2023 году я хочу, чтобы в центре города был уникальный парк с возможностью создания здесь рекреационной зоны, возможности здесь создания экотроп и проведения экскурсий, потому что место уникальное. Да, у нас очень сильно не хватает рекреационных зон в городе Смоленске. У нас катастрофически мало парков, мало скверов, мало бульваров. И как только у нас благоустраивает хоть какой-то малюсенький сквер, он пользуется огромной популярностью, там просто набивается куча народов. И это, конечно, еще раз говорит о том, что их просто очень не хватает. И нам за это надо бороться, за леса, за оставшиеся, за все вот это. Мы выделили таких 5 локаций вдоль реки Рачевки. Это территория Чертова моста, это территория Лиственничной рощи, это территория Рачевского городища,
территория горнолыжного склона и Марголинских ключей. Это те локации, где можно делать соответствующие события. Первое, что прошел пленэр художников. Художники спустились во враг, рисовали эту местность. После этого пошла выставка на открытом воздухе. Надо сказать, что для нас это тоже было определенным родом выходом из ситуации, учитывая, что все это происходило в пандемию, в карантин. Невозможно было сделать какие-то события внутри помещения. А сделать на открытом воздухе, никого не загоняя в помещение, было самым идеальным вариантом. Кроме того, одна из локаций этой местности, а скажу, что Лиственничная роща — любопытный объект. Это роща, которой около 75 лет, но эта местность прекрасно подходит для занятий спортом, и там уже проходили занятия йогой и тренировка по кроссфиту. Ну, кроме того, мы думаем, что там могут проходить и исторические пикники, и музыкальные концерты, что, безусловно, мы будем делать для того, чтобы поддерживать интерес. Сам приход на событие уже для многих является поводом немножко больше узнать об этой местности. Высаживаем краснокнижные растения, мы планируем там виноградник разбить. В Смоленске, кстати, уже был такой претендент, что выращивали виноград, и причем очень успешно. Мы хотим там открыть розарий, мы хотим сделать мост, чтобы там была возможность для людей там фотосессии делать, свадебные какие-то фотосессии. И сейчас мы открыли там даже родник, и это очень удивительно, потому что каждый раз люди, приходя сюда, они получают какой-то новый опыт, новый экспириенс. У меня знакомый, он настолько прочувствовался всей этой историей, он начал активно участвовать в этом проекте, и Рачевский овраг, видимо, услышав его вот этот добрый позыв, он просто ему кинул монетку под ноги. Монетка 1878 года, он такой: вау, вот такого размера, с двуглавым орлом. Удивительно, но Рачевский овраг и близлежащая территория – это самая древняя часть Смоленска. Мы находимся рядом с так называемым Рачевским городищем, которое также называется Круглый стол или Стол Наполеона. По сути, эта территория была заселена куда раньше, чем появился Смоленск как таковой. Но если мы условно отсчитываем Смоленск от 863 года 9 века, то здесь как минимум уже можно говорить, что с 5-6 века жили люди. Территория вошла в состав города Смоленска относительно не так давно, ну там, грубо говоря, 150 лет назад. Сам по себе Чертов ров, как такое серьезное углубление, несколько мешал развитию города в восточном направлении. Ну и, собственно говоря, именно поэтому по этой границе шла и крепостная стена, и все предшествующие ей сооружения. Потому что очень удобно. С одной стороны стена на холме, с другой стороны глубокий ров. По поводу там достать мешки, по поводу достать там перчатки. Мы сначала покупали это все за свои средства, но это очень реально получилось дорого. И у нас появились люди, спонсоры, которые нам давали не деньгами, потому что мы от денег сразу отказывались, потому что мы не хотели с этим связываться. Мы просили просто: привозите нам мешки, привозите нам перчатки. И очень много людей, которые не могли сюда прийти поработать, они имели возможность там за 1000 закупить огромное количество этих перчаток. И благодаря этому стартапу у нас получилось организовать все очень грамотно. У нас получилось закупать воду, у нас получилось иметь возможность иметь собственную аптечку. То есть вот в таких вот нюансах, это мелочи, но они позволяют эту уборку делать безопасной. Смотрите, я из Беларуси, из Минска. Я приехал сюда, и вроде как, казалось бы, меня тут не должно ничего держать, и то есть какого-то желания вкладывать сюда энергию, ну, в теории у меня возникнуть не должно было. И за это время я думаю, что моя жизнь переменилась прям колоссально, потому что я почувствовал, работая с землей, насколько мне вдруг все начало нравиться. И я даже больше скажу, что жизнь моя вот до и если сравнивать после, она вот кажется более структурированной. И эта структурированность дает спокойствие и понимание, куда ты двигаешься, к чему ты стремишься. И чувствую я себя гораздо лучше и сильнее, чем вот был, скажем так, до 8 апреля, потому что здесь, работая каждый день, это просто... И все люди чувствуют это. И вот эта заряженная атмосфера, она тебя подбадривает, потому что даже если ты пришел с плохим настроением, все равно как-то люди, они типа камон, давай, погнали, и все потихонечку вот так вот двигается. Вот у людей просто появилось счастье какое-то. То есть они пришли сюда, они как-то вот поубирались, и они... Ну, не знаю, они стали более спокойные, вот мы чай иногда собираемся, пьем с удовольствием, общаемся. Они начали получать удовольствие от каких-то таких совершенно маленьких, но очень приятненьких, комфортных вещей, от общения. И благодаря вот сформированной вот этой команде мы можем реализовывать такие идеи. Просто для Рачевского оврага, понимаете, 3 километра убрать. Мне кажется, тут просто, можно что-то прекрасное построить.